Окраина сельского поселения Плиево в скором будущем станет своеобразным медгородком. Слева от нас онкодиспансер, справа центр фтизиопульмонологии. Чуть дальше там строится психоневрологический диспансер. И на всех трех объектах сегодня одна проблема – отсутствие очистных сооружений. Очистные сооружения, вернее их отсутствие, стали головной болью для сотрудников онкодиспансера практически с первого дня работы больницы. Не прошло и нескольких месяцев, как новое оборудование построенного учреждения просто сломалось. Разгерметизация основного резервуара из-за того, что он наземного исполнения, хотя должен был быть подземного. По трубопроводу стекает, должен заходить был сюда жидкий водовой отход. Здесь после очистки стекает вот на этот накопитель. И уже после этой очистки он должен был в Алханчурский канал. Излишки должны были вывозиться. Но это 98% очистки Халии-Жерон по проекту. По такому принципу очистные сооружения работали только несколько месяцев. Позже они пришли в негодность. С того дня руководство диспансера нашло другую альтернативу очистки. И она весьма проста – вывозить все на специальном транспорте. У нас есть акты с привлечением всех заинтересованных лиц, и Минстрой, и Минздрав, и независимые эксперты были привлечены, чтобы выявить поломку этого канализационно-насосной станции. И комиссия какое решение? И комиссия вынесла решение, что нам выделили машину, Минздрав выделил ассенизаторскую, мы самовывозом ввозим на альтийские очистные сооружения и там утилизируем наши жидкие бытовые отходы. Сточные воды больниц и отделений, которые могут содержать возбудителей кишечных инфекций, прежде чем их отвозить в очистные сооружения, в обязательном порядке должны при помощи специальных комплексов проходить процедуру обеззараживания. Вот это оборудование, оно вырабатывает гипохлорид натрия. И этот гипохлорид натрия поступает локально в последнюю очистную яму, откуда у нас забираются очистные стоки для вывоза. Наша задача – обезопасить хотя бы по туберкулезу, что в принципе вот это оборудование может сделать. После обеззараживания стоки должны проходить следующую ступень очистки. Для этого и нужны очистные сооружения. Только пройдя через них, вода снова чистая. На сегодняшний день у нас по учреждению очистные сооружения не работают. И сделать так, чтобы они работали, это невозможно. Потому что везде стоят какие-то общие очистные сооружения, куда будет сливаться в общий канализационный коллектор все эти сточные воды, и там уже будет проходить это все обработку. Ну а пока своих очистных у больницы нет, здесь пользуются услугами ассенизатора. 7 раз в день именно столько выездов приходится делать, чтобы вывести все. Это для больницы весьма затратно. Возить-то приходится в соседний город, а это ни много ни мало 50 литров горючего на один заход. Это 50 километров отсюда, между Троицком и Карабулаком. Туда и обратно где-то километров 50 обходится нам. Для этого нужны горюче-смазочные материалы, которых у нас нет в данное время. Как-нибудь справляемся, вывозим, расходы большие, которых у нас нету. И машина ломается постоянно, старая машина. Нам ее дали в 2011 году. До сих пор мы с ними мучаемся. Очистные сооружения в диспансере есть. И вот они, вернее то, что от них осталось. Почему они пришли в такое состояние, непонятно. Сотрудники лечебницы винят строителей. Те же, наоборот, медиков. И так по кругу. Но сегодня вопрос другой. Что же делать дальше? Решение проблемы этого центра, а также психоневрологического и онкологического диспансеров предложил глава региона. Так Махмуд Али Калиматов на прошлой неделе осмотрел эти учреждения и поручил проработать вопрос строительства одних очистных сооружений для всех 3 объектов. Здесь задача заключения комиссии специалистов по всем этим именно канализационным сетям. И надо смету сделать, а потом будем ходить и обращаться. Одна из ответственных больниц. Это не воспаление, это не то, это вот жизнь и смерть. Персонал, чтобы После указа в правительстве республики решено создать рабочую группу из заинтересованных министерств, которые рассмотрят этот вопрос. Остро назрела необходимость строительства очистных сооружений, единых очистных сооружений для 3 больниц.
на этой территории, они здесь находятся рядом. Но это уже комиссия должна определить, есть возможность строительства этих очистных сооружений в пойме реки Сунжа или на территории вот этих 3 больниц общие очистные сооружения, а дальше уже процесс производства. Ну а пока решение проблемы очистных сооружений только на бумаге в виде предложений, сотрудникам медучреждений придется работать по привычной схеме – вывозить все отходы. Муслим Ганиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.